времени суток, дорогие друзья. Как всегда, среда, и вы смотрите «Город женщин». И сегодня с вами будет моя великолепная команда. Это Мария Куницкая, а также Бема Лазарева. Ну что, мы все в сборе, давно такого не было, да? Обуглившаяся Даша. Да, слегка обуглившаяся, беленькая. Белая Бема, которые обе уезжали в теплые страны, но вернулись совершенно в разных ипостасях. Разные. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы обсудим одну из самых таких глобальных и актуальных тем. Это тема экологии. И неспроста. Девочки, вы знаете, 22 апреля какой праздник? День рождения Владимира Ильича Ленина. Еще? День Земли. День Земли. Действительно, День Земли отмечают в России с 1992 года. Да. И в этот день особенно-то, просто это как бы такой особенный день, когда хочется призвать народ быть внимательнее к нашей земле и к экологии в целом. И поэтому сегодня этот эфир мы решили посвятить именно этой теме. Добрый день. Ну, раз сегодня у нас тема про экологию, я возьму свою любимую, так сказать, любимый материал поделочный – это пластик. Бездонная бочка идей, может быть, у человека, который умеет смотреть интернет, читать, думать и представлять, что ему нужно для жизни. Ну или хотя бы смотреть каждую среду «Город женщин», Да, или где хотя бы, Мария Куницкая практически делают, всегда да, использует. что-нибудь из пластика. Джинсы или пластик? Я вот согласна, да, джинсы, пластик – это мой любимый материал, потому что я вообще считаю, что все нужно перерабатывать и давать вторую жизнь. К тому же таким вещам, которые тяжело разлагаются в природе. Мы сегодня будем делать сумочку Gucci. Вау. Для этого нам понадобится вот такая маленькая бутылочка. Ну, и бутылки можно брать больше. Это я специально убрала этикетку, чтобы рекламу убрать. Это была жидкость для мытья посуды. Кстати, весьма посредственная. Вот. То есть это размер сумочки, от этого зависит? Да, это размер сумочки зависит от пластикового размера пластиковой бутылки. Нам нужно, значит, во-первых, снять крышечку. Если вы смотрели мои лайфхаки, то вы помните, эту крышечку тоже можно использовать великолепным образом. Ну, во-первых, на другие бутылки, во-вторых, ей можно закрывать маленькие бутылки, которые там для дозатора мытья, ванны можно использовать, такие вот очень реагенты какие-нибудь. В общем, крышка пригодится. Да, крышка пригодится всегда. Можно, если ее хорошо помыть, сделать спортивную бутылочку для воды. Значит, нам нужно вырезать, у сумочки есть же открывающаяся, скрывающаяся часть, вот нам нужно ее как раз вырезать. Для этого нам нужно, я, к сожалению, вот что забыла, ну ладно, я обычно без этого делаю. Нам нужно по шву вот этой вот бутылки, здесь у нее есть шов, сейчас я продырявлю. Осторожно. Да, ну, лучше осторожно, кто-то может ножницами, кто-то можно использовать нож. Вот здесь у каждой бутылки есть шов. Я его пойму сейчас по этому шву, прорежу бутылку. Все. Теперь вырезаем. А почему сумочка Gucci? Потому что мы не будем использовать тесьму от Gucci. А я уж думала, Gucci производит пластик. Ну, дело в том, что современные модельеры сейчас очень все чаще обращают внимание вот на такие вот вещи, как тоже экология, защита окружающей среды, и используют в своих коллекциях материалы, которые совсем не похожи на ткани, а похожи как раз-таки на переработки какие-то или недоработки с точки зрения химической промышленности. Вот у нас уже есть основа. Сейчас я вот это вот чуть-чуть подрежу здесь. Так. Такой вот маленький, ну, сумочка-кошелек, можно сказать. Сейчас скругляем. Она у меня еще с водой, я ее помыла. То есть я уже Вот. понимаю, что... о чем Вот речь. видите у нас, вот это у нас будет Крышечка. закрывашка. Все. Вот в принципе она готова. Но нам же нужно сделать ее красивенько. Это будет маленький кошелечек. Можно его отдать ребятенку. Вот у нас тесьма Gucci. Мы краешек обрабатываем. Чтобы она не обсыпалась. Так, ну, наверное, нам нужно все-таки покороче. Можно сделать, если у нас вот так вот будет застежка, то, наверное, сумочка вот такая вот. Ну, обрезать придется.
Ну, мы можем же сделать ее как подлиннее, тогда на шею можно вешать. Нет, на шее тут вряд ли получится. Ну, в ладошку. Туда можно, допустим, положить помаду, я не знаю. Ну, там... Ну, это может быть, конечно, вы можете сделать ее и ребенку. А мне кажется, копейки удобнее. Копеечки, да, совершенно верно. Вот. Ну, теперь нам нужно вот что сделать. Нам нужно сейчас продырявить отверстие для того, чтобы сделать пуговицу. Вот мы немножко нагреем. Что ты делаешь, Миша? Я нагреваю гвоздик. Гвоздь И нагреваешь. вот сейчас вот А, так. горячим гвоздем ты Ой, делаешь... ой, да, горячий гвоздем, кстати, очень горячо. Действительно. Ты делаешь отверстие в пластике. Да, можно сделать по-другому. Можно вот так вот положить. Положить эту. И сделать вот так. Все. А теперь ее расширить. Значит, здесь мы сделаем вот такую вот пуговицу. Вот. А, У нас- декоративную, да, да? у нас декоративная застежка будет на пуговицу. Вот, посмотрите. Вот такая вот. То есть сумочка будет еще из пугов. Да, с пуговицей она будет застегиваться. Здесь мы прикрепим ее специальными креплениями. Ой, прошу прощения, я их подготовила. Значит, вот такие от джинсовых. Знаете, в джинсах, в джинсах всегда есть запасные пуговички. Вот я взяла с 2 джинс, я ими редко пользуюсь. И чтобы они не пропадали зря, мы, значит, этими пуговицами закрепим вот здесь вот нашу ручку. Так что в конце эфира мы посмотрим, что получится. Отлично. Ну, как всегда, подведем итоги лайфхаков от Марии Куницкой мы обязательно в конце нашего эфира. Ну, а сейчас перейдем непосредственно к нашей теме разговора. И, конечно, мы просто обязаны пригласить в студию наших гостей. Да, девочки, знакомьтесь, первый наш гость – это Прасковья Алексеевна Гоголева. Прасковья Алексеевна является профессором эколого-географического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Здравствуйте. Здравствуйте. А также рядом с ней появится в нашей студии это ее помощник, ассистент эколого-географического отделения Диана Попова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, кто, как не вы, можете рассказать нам вообще о ситуации, о том, какова сейчас экология в нашей республике и на территории нашего города. Ну, конечно, этот вопрос будет к Прасковье Алексеевне. Ну, очень, ну, как можно сказать, с одной стороны, работаем много, делаем очень много разных законов, но, тем не менее, разных аварий, разных всяких этих очень много. И вот вы знаете, какова ситуация на Вилюе, да? Да. И это очень тревожно, и это очень плохо. И вот сейчас в Сельдюкаре, например, наши общественницы собрали народ, и сами общественные организации уже сделали. И вот у нас есть ЭйГ, которая экологическое просвещение продвигает в республике, да, и они сделали очень хорошие курсы в Батагае, Нерюнгри, Нюрбе и так далее, да, вот Алекминске, Ленске, и везде начали подниматься, народ начал подниматься. Ну, то есть люди стали больше, да, активизироваться, да. как-то именно сами проявлять инициативу, да? Инициативу начали проявлять. Ну, мы, конечно, вот работаем на кафедре 30 почти лет, да, и вот получается, что мы работаем, и хоть где-то что-то делается. И наши выпускники сейчас везде начинают в разных инспекциях и так далее работать, и мы надеемся, что с их помощью все-таки экологическая ситуация улучшится, потому что, получается, если мы по закону, все делается по закону, потому что у нас тем более законы есть федеральные, есть законы региональные, и поэтому, конечно, нужно все это знать и по ним жить. Прасковья Алексеевна, вот вы работаете на кафедре более 30 лет, да? Вот скажите, пожалуйста, если оглянуться назад, да, вот 30 лет назад, какие были основные вот экологические проблемы у республики? И какие основные они сейчас? Остались ли они одними тем же? Или поменялось все-таки немножко направление? Ну, практически осталось то же самое. То же самое. Вот, потому что получается, что народ начал понимать, что грязно, что плохо, начинается вот субботники делать и так далее. Но все равно получается, вот не там, не тут и не так.
вот несанкционированные свалки, те же самые, да, все равно продолжается. И вот сейчас мы говорим об отходах. Уже мы нынче провели 10-ю конференцию по отходу в доходы, да, и смеялись там. Мы раньше Путина 10 лет назад уже сделали, да, поднимали вопрос отходов в доходы. И получается, что народ тоже немножко начинает что-то делать. Но недостаточно. Но все равно надо для этого, наверное, нужно не только 30 лет, а, наверное, Больше, то есть новое поколение больше. должно вырасти, я думаю. Наверное, поколение должно вырасти. Но мы надеемся, что вот это 2500 юных экологов, да, которые вот пионеры зеленые, да, это уже будет наша помощь. Наши 400 с лишним вот этих выпускников, это уже очень большая сила, потому что это они уже по закону профессионально должны будут работать. Да, действовать. И вот на наших этих разных курсах люди ходят, и эти люди тоже будут работать так, как надо. Потому что есть много, ну вот даже фотографии недавно тоже отправили, да, лунку сделали, нога видно, и вроде нефть. Откуда эта фотография? Ничего не видно, никаких этих навигаторов, ничего нету. И получается, что, возможно, это фотография из Тюмени, а может быть, из Кургана какого. То есть и это так все далее. требуется тщательной проверки, Да, действительно, все да? требует тщательной проверки. И вот сейчас народ должен проснуться и сказать: вот, товарищ, идет там-то такое дело, вот тут-то такое дело, нужно принимать меры. И вот тогда вот наши, они звонят, народ звонит, они пишут. Тогда только имеют право наши инспектора туда идти, ходить и так далее. Но они сами по себе тоже ходят, но не слишком большая Якутия и не Конечно. везде. Ну, то есть все-таки Осознанность, да, все надо тоже? начинать именно с себя, быть внимательнее, да, Да, к экологии, именно человек должен сам увидеть, Да. обратить на это внимание и, конечно, сообщить в органы, Вот, правильно? В те- Да, и вот мы говорим же, вот если, вот Едрохинский недавно вот тоже говорил, если бы каждый человек на своем месте понимали, что они делают, и делали бы так хорошо, проблем было бы намного меньше. Вот тот же шофер пришел, ему надо мало ходить, куда-то ездить, тут же сливает. Сливает. Ну все, отлично. Дорогие друзья, мы продолжим эту интересную беседу сразу после рекламной паузы. Итак, мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы говорим об экологии. И в нашей студии Прасковья Алексеевна Гоголева, она является профессором эколого-географического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета, а также ее ассистент Диана Попова. Вот до ухода на рекламу Прасковья Алексеевна сказала о том, что наш университет выпустил уже порядка, чуть больше 400 высококвалифицированных специалистов. И вот именно Диана является одной из выпускниц. Диана, вот как тебе пришла идея пойти именно учиться на эколога? Да, вот я очень интересовалась природой и вот окружающей средой, и я поступила именно вот в биологический факультет, сейчас уже Институт естественных наук. И сейчас я закончила вот специальность эколог-природопользователь, потом после него поступила в аспирантуру. И то есть наша специальность, да, мы очень много путешествуем, то есть после первого курса мы посещаем различные практики, да, То есть вы постоянно на природе? Да, постоянно на супер. природе, то есть проходим различные практики именно вот на природе, да. И первая практика у нас была вот в Еланке, да, мы комплексно изучаем природу, то есть там гидрологию, там почвоведение, зоологию, растения, и поэтому вот... Потому что это все ботаника, связано, да, с друг все другом, связано со всем, экология, и да. вот именно экология, это взаимодействие, да, организмов с природой, с окружающей средой. То есть, Диана, ты не пожалела, что выбрала такую Да, профессию, нет, да? Тебе да. прям это все твоя прям Да. стихия, да? То есть это не только вот такие практики, да, дальше идет межзональная практика, то есть уже мы посещаем Южную Якутию, идем сразу вот в промышленные предприятия, да, смотрим, как они работают, и изучаем их, и так далее. Потом уже производственная практика, то есть мы сами отдельно уже, да, идем по своему направлению, то есть я уже выбрала, да, направление по ботанике, можно сказать, да, и я уже посещала вот такие районы, как Нижнеколымский район, Аймеконский район, и там изучала уже... То есть ты будущий биолог?
Или как это? Или кто? Сейчас я уже пишу диссертацию, Экология и растений. параллельно, да, работаю, да, вот ассистентом. И То также, есть ты будешь изучать растения, да? ну, В большей можно степени. сказать так, да. Специализируется Да, на этом. специализируется на вот на растениях. Диана, ну у тебя ботаники. очень интересная профессия, и самое интересное, что ты реально будешь такой очень востребованный, мне кажется, потому что, ну, мало кто вообще заканчивает, да, университет по такой специальности, и, конечно, в будущем твоя профессия будет как никогда актуальна. Потому что, Да. да, планета, мне кажется, нуждается в таких людях, как вы. Да. И вы должны, мне кажется, каждый человек должен осознанно относиться И к вот себе по и направлению потреблению. экологии, да, Ага. у нас очень много, ну вот, учится бакалавриат, да, магистратура, и вот по бакалавриату, да, именно вот эколог-природопользователь, а по магистратуре очень, ну, 3 направления. Это у нас техносферная безопасность, промышленная экология и устойчивое развитие Арктики. Ну вот последнее, да, устойчивое развитие Арктики, это у нас уже специалисты, это совместно с университетом Хоккайдо идет. И вот недавно наши студенты приехали вот с Японии, да, они там учились полгода, изучали вот именно арктические районы, ну, связанные с этим. То есть у вас очень такая насыщенная студенческая жизнь, да? Очень много выездов, поездок, да? Вот, а скажи, а если сказать вот вкратце, да, 5 плюсов профессии эколога, вот самое главное, вот в 5 словах, это что? Это у нас уже защита, да, окружающей среды. Раз. Это уже просвещение экологическое для вот будущих поколений. Это уже ну, не только вот защита, да, но и охрана, сохранение окружающей среды. Также мы уже знаем, да, вот будущее поколение уже должно вот сохранять, должно произойти уже устойчивое развитие, да, и мы должны беречь нашу родную природу. Какая умничка. А? Ну реально, вот на таких Да. ребятах и держится, наверное, будущее, да, нашей республики. Вот, Диана, смотри, а как вот, допустим, человек, который не эколог, не имеет такого профильного образования, вот как, например, я или вот Даша может в повседневной жизни использовать... Ну или вы, допустим, на своем примере, как ты вот для таких, как мы, допустим, с Бемой, да, не имеющих Объясняешь, да, образования, типа, вот что это ты во. сделай, вот начни с этого, вот с Да, чего. вот каждый человек должен начать с себя, да, и в каждой повседневной жизни мы должны, ну, вот, соблюдать какие-то экологические правила, законы, то есть мы должны вот минимизировать свои отходы, то есть каждый день можно вот какие-то вещи, да, не использовать, вместо них уже какие-то уже вторичные. Ну это вот, допустим, да, пакеты, да? пакеты, Да. да, Меньше и так пакетов, далее. Ну, вот меньше вторично пластика. использовать, например, вот банки, да, обычные банки, их используют потом для варенья, да, ну, то есть и так далее. Ну, и ты этому придерживаешься тоже, да? Да. Вот, а хотелось бы узнать у Прасковьи Алексеевны, да, вы человек опытный, да, вы профессор, а в повседневной жизни, как вот на своем примере вы показываете окружающим, вот именно, что вы, ну, очень трепетно относитесь к экологии? Держу дома червей. Червей держите? О, это здорово. Калифорнийские. Вот нынче у меня Они едят все. 6 штук их корни прозимовали. Ага. Их корни. А для, Потому как что вы их для чего используете? вот были десятки тысяч эти вот у людей, да? У них ни у кого ничего не получилось. А оказывается, у меня оно получилось, пока ту-ту-ту, как говорится, они Так а как вы прозимовали. используете этих червей? Что они Они, делают? они едят пищевые отходы. Это очищающее воду, вот, правда, вот тропические растения, но тем не менее они вот выжили у меня вот за зиму. То есть они перерабатывают пищевые отходы? А они воду очищают. А воду, то есть вы в воду их бросаете, и они А очищают? летом я в воду должна бросить их, они должны разрастаться и очищать воду. Ну, конечно, их должно быть много, а у меня всего 6. Но вы над этим работаете, да? Да, над этим работаем, и люди уже, как говорится, начинают заинтересоваться. Вот на амгинцев, у солданцев уже спрашивают, где вот они Приобрести. жидкий септик-то держат, да? Да. Ну, жидкие отходы куда девать? Каким образом их очищать? Я говорю, на последней стадии, чтобы куда-то вот зайти, должны быть биопруды, где должны стоять вот эти, расти вот эти эйхорни. И через них, когда проходит вода, она там уже выходит чистая. Вот То она есть такая. Это И реально, это реально. возможно. Это уже в Питере, Красноярске, Новосибирске, ну, в разных городах они уже существуют. А вот, как говорится, Китай, Индия, там, Бразилия и так далее, Мексика, все вот только на этом растении и их
реки и озера Очищаются, да? Мгм. То есть, в принципе, мы тоже можем такую А продвигать, как они верно? наши условия нормально переживают, да? Ну, зимой, конечно, им Нет. очень сложно. Зимой нужно нам самим поддержать или иметь связь с теми людьми, которые могут нам транспортировать и таким образом для себя развести. Еще можно сказать, что вот мы стараемся слишком много не покупать, да? Хотя я немножко, конечно, тоже разбрасываюсь, но тем не менее. Вот, что-то делать из этих старых вещей. Вот сейчас мы, когда от отходов доходов вот, конференцию проводим, мы политику держим вот таким образом, чтобы они сделали такую работу, которую можно было бы подарить или продать. А, то есть Отходы? отходы, вы что-то делаете Да. из них, Доходы. сувениры и так далее, да, Да, или да. какие-то практичные Да, вещи и да, продаете их да, еще. да. Супер. Ну, спасибо большое, Прасковья Алексеевна, за ваш вклад именно Спасибо вам. В нашу республику. И, конечно, мы надеемся, что благодаря таким выпускникам, как Диана, все-таки лет через 20-30 экология нашей республики, она, конечно, улучшится, и мы увидим плоды вот именно вашего воспитания. Ну что, дорогие друзья, сейчас небольшая отбивочка, и мы вернемся в нашу студию. Ой, девочки, интересная профессия быть экологом, да. Вот Дианочка показала пример, да, она так грамотно обо всем рассказала, да, она, ну, действительно, прям с любовью рассказывает о своей работе. И это, наверное, призвание, правильно? Я думаю, 100%. Плюс еще такое положительная, мне кажется, миссия. Вот Супер. Прасковья Алексеевна сказала, что Диана – это экологически культурный человек. Вот есть и такой термин. Девочки, вы считаете себя экологически культурным человеком? Я точно нет. Я вообще далека, оказывается, от этого. Ну, я думаю, что я тоже нет, но тем не менее я стремлюсь к этому. И особенность то, что в нашей профессии, как раз моей профессии, заключается в том, что осознанном потреблении и чем меньше и качественных вещей, то тем лучше Маш, для ты природы. экологически культурный человек? 100%. Ну, конечно, я стараюсь. Во всяком Стараешься, случае, я да? стараюсь не оставлять Девочки, ну а мусор сейчас в везде. нашей студии появится Ирина Бугаева. Ирина Бугаева является общественником, а также она человек осознанного образа жизни. А что это такое, мы узнаем прямо сейчас. А еще она зеленый активист. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, ну для простого обозревателя, что такое зеленый активист? Я знаю, что такое что у вас- зеленые человечки. помимо того, что у вас зеленые волосы синенькие, да, что такое зеленый активист вообще? Ну, зеленый активист это вообще как термин активист, это человек, который старается какие-то идеи хорошие продвигать в массы. Вот, но, то есть он не пропагандирует их, а просто говорит, вот можно сделать так. Советует. Советует, да. То есть вы таким образом советуете с помощью средств массовой информации, правильно, используя? Ну, не средств массовой информации, а больше Социальные социальные сети и вживую на лекциях. А как вы сами к этому пришли? То есть у вас в семье это вас как бы с детства вас этому обучали? Или вы как-то вот просто решили для себя, что вы хотите быть вот именно... Но мне вообще кажется, что в Якутии все довольно-таки близки к природе. У нас, ну, как-то само это все формируется и сразу с Не детства. скажите. Ну, Я с вами не в согласна. основном, мне кажется, так. Ну, у меня такое было, что как-то вот любить деревья, траву. Но это не значит, что быть экологически воспитанным. Да, вот, У нас я очень продолжаю по-хамски свою относятся к идею. лесу. Да. Конечно, есть и такое. Вот. Потом я жила в Москве, и там в какой-то момент стала носить с собой свой мешочек для продуктов или в рюкзак все складывать. Я не ношу мини-сумочки, поэтому проблем с этим не было. Потому что мне реально думала, а зачем брать пластиковый пакет лишний? Да. И вот с этого все началось. С этого все началось. Да, и потом я начала путешествовать по Европе и видела, как там все это, Люди как люди относятся, как живут. И потом приехала сюда, родила дочь, и вот когда родилась дочь, у меня до конца все это меня поглотило. Да, вот эти, помните, старые хозяйственные сумочки, милые, Да, такие, которые вот бабушки... они у меня А вот есть. насколько наши бабушки были более экологичные, чем мы. Конечно. А сейчас, оказывается... Бема, бежит Вот, за своей Бема. сумочкой. Да. А сейчас же должны вводить отмену пластиковых пакетов. Да, вот Да, в совсем скоро. 2021 году, по-моему, Европа. Да, А вот да, Бема да, ходит в Европа магазин уже с такими сумочками, да, Да. Бема? И в 2021 году Европа отказывается от Это для пластиковых продуктов, бутылок. это сумочка, для которой носит моя мама и
И обязательно она тоже ложит эту сумочку ко мне в мою большую сумку. У меня и так сумки, я не ношу мини-сумки, да, Давай. и вот, ну, в том числе такая штучка тоже есть. Ну, очень клевая, на самом деле. Их очень удобно стирать. То есть стирала и все. Ирин, ну ты все-таки надо отметить, что ты не просто работаешь в рамках каких-то определенных социальных сетей, ты вышла и на федеральный уровень, верно? Да. Расскажи немножко об этом. Да, расскажи. Это очень случилось интересно. совершенно случайно. Меня позвало Минмолодежи и Министерство природопользования, ну, экологии наше, и сказали, мы хотим, чтобы в Совет Федерации в Москву поехал человек, который не бюрократ, а который реально идейный, который за этим живет, за это болеет, и поэтому они отправили меня выступить на Совете Федерации. И у тебя была возможность выступить на Совете Федерации прямо у микрофона, верно? Да, да, там И- был открытый микрофон, и я сказала, если будет открытый микрофон, я обещаю, что я выйду и за нашу республику затоплю. И ты это сделала, да? Умничка. Ну что, дорогие друзья, мы продолжим беседу с Ириной сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш эфир, и сегодня я напоминаю вам о том, что мы говорим об экологии. И сегодня в нашей студии зеленый активист, общественник Ирина Бугаева. Ирина до ухода на рекламу рассказала нам о том, как все-таки она затянула ее эта тема, как она все-таки пришла к этому. Ну вот, Ирина, а мы знаем, что ты, значит, ну какие-то вот программы проводишь, да, определенные. Ну не программы, а ты ездишь лекции по школам, да? Вот что такое 0 отходов? Вот есть у тебя какая-то такая, как программа или презентация, да? 0 отходов, про мусор, это же связано с мусором. Да. Что это? 0 отходов – это такая философия, можно сказать, того, что каждый человек может нести свой вклад в улучшение жизни в плане того, что он минимизирует свои отходы. То есть каждый из нас ответственен за то, что мы потребляем, что от себя оставляем. И вот 0 отходов – это минимизация своего углеродного следа, если не знаю. Ну то есть нужно меньше потреблять, да? Да, меньше потреблять, и меньше тогда будет пластика в нашем мире. И не только пластика, а вообще любых видов отходов. Да, это Отлично. еще если отметить, что углеродный слой, это как раз и есть культурный слой, который остается после нас через поколение. Вот так вот. После нас То есть- что-то Да. плохое. После нас, представляете, что останется? Вот посмотрите, на картинках мы сейчас видим, да, о том, как погибает, да, флора и фауна от вот этого пластика того самого, да. Вот, кстати говоря, я буквально недавно была в отпуске, и там нам строго запрещали использовать пластиковые пакеты и стаканчики, потому что если это выпадает в море, Вот. допустим, черепаха, Острова оказывается, есть, путает. целые острова. Да. Черепаха путает пакет с острова, медузой, кстати, съедает ее и по итогу Да. погибает. Так и есть. Это очень, ну, действительно глобально и страшно. Ну вот, а скажи, пожалуйста, а что касаемо вот одежды, это Бемина тема. Есть у тебя такое еще направление, как fast fashion, если я не Да, ошибаюсь, да? fast fashion – это быстрая мода. Это вот как раз-таки, ну, если говорить fast fashion, это бренды как H&M, Zara, вот, которые масс-продукт Да, производят. масс-маркеты. Масс-маркет, да. Они копируют как бы там, люксовые бренды Да-да-да. и делают из них кучу одежды. Вот. И из-за этого страдает не только экология, но и люди. И вот, как я хотела сказать, то, что 24 апреля вот довольно-таки символично, что мы сегодня собрались, потому что 24 апреля случилось обрушение в 2014 году завода Рана Плаза по производству одежды. И там погибло больше 1000 человек. То есть это очень... Да, это все очень сложно. Ну, а Сложно потому и что тяжело. те, кто производит, им наплевать на условия труда и так далее. То есть это не Потому только для что экологии одежда, вредно. производство одежды – это один из самых грязных и экологически вредных производств. И больше того, оно еще и само по себе отходы производит очень Да. вредные. Да, Да. то есть я, допустим, И даже загрязняет тоже, воду. допустим, лишняя толстовка у каждого человека, даже если рассматривать город Якутск, то есть у нас 400 тысяч человек, и если у нас будет у каждого по одной вещи лишней, это уже подумать, сколько энергии. А и всего здесь нужно. у нас девочки-общественницы, они придумали такое мероприятие, как обмен вещами, да? Да-да-да. Как это А, называется? классно, Своп. классно. Своп. Да. То есть, Своп, дорогие своп, телезрители, да-да-да. записывайте, что такое своп. Своп – это, в Обмен общем, вещами. Это очень на мероприятие. Западе вообще популярное. Они встречаются, девочки, мальчики, приносят свои вещи и начинают обмениваться, Да, вместо change. того, чтобы это выбрасывать. Да, или покупать что-то новое.
Действительно, то есть и такие мероприятия проходят у нас в Якутске. Да. Уже раз 20, по-моему, провели. Потому что Да, сейчас, да, да, видишь, около как того. молодежь, они носят быстро вещи, надоедают. Надоело? И как раз таки вот это вот момент поймать и пойти обменяться. Ну, что-то другое. Хорошо, а вот какой общественной жизнью ты занимаешься? У нас вот есть фотографии по общественным твоим Ну, я вот мероприятиям. провожу лекции. Меня очень часто сами приглашают люди. Недавно была на точке кипения. Там рассказывала, в Совете Федерации выступила. Очень люблю со школьниками работать. И всегда радуюсь, когда меня зовут на слет зеленых пионеров. Там как бы дети уже стараются быть экоосознанными. Я рассказываю им еще, как больше стать экологичными и не оставлять за собой За мусор. собой мусор и след, да? Ну и тогда еще один вопрос. А вот на своем примере в семье, вот я спрашивала у Прасковьи Алексеевны, вот дома, как ты уже стараешься вот и ребенку своему показать, доченьке маленькой, да, и, может, мужа приобщила к этой теме, вот в простом быту вот как? Дочка у меня на многоразовых подгузниках, не полностью. То есть я не так, что типа все, у меня нету мусора, и я там все заменила. Не фанатично? Не фанатично совершенно, потому что, например, я понимаю, что ей комфортнее гулять там в многоразовом подгузнике. Но дома только на многоразовых. Муж тоже, я ему сшила фруктовницу. Кстати, может, мы покажем И вы просто зрителям, сказали так, чем мы дочь заменяем. многоразных подгузников, отлично. муж тоже. У нас есть волшебный Да, шкафчик, Шкафчик. и в этом Вы туда шкафчике спрятали что-то? Да. есть сумочка. Сумочка Иры. Сумочка И в этой сумочке есть интересные вещи, дорогие друзья. Вы Давай, можете Ира, также покажи. брать пример Да. с Ирочки сейчас. И вот, получается, Ну вот вот такая сама сумка. сумка сама это сшитая. шопер, как бы Шопер, как да. называется. Да, То есть да, с ними ходить в магазины. Потом в ней. Советы от Ирины. Советы, да. Есть Потом. такая сумка, шопер уже есть как Вот, сумка. это О, называется круто. фруктовница или овощница. В нее можно складывать фрукты, когда вы идете То за есть- овощами. Отказываемся от пакетов. Отказываемся полностью от пакета. Вот, можете посмотреть. Отлично. Да. Держи овощницу. Это вот я сама Овощница. сшила, и мой муж за фруктами ходит с такой. Потом одноразовую бутылку для воды заменить многоразовой, естественно. Да. Вот. Кстати, и это даже полезнее да, будет и, для... кстати, Да, и если пластик, кофе- конечно. Если вы идете в каким-то в кофейне, многие кофейни сейчас, если ты приносишь свою А посуду, да, делать 10%. А если мы, Свой кофейный да, стакан. даже эти коктейли делают сейчас в своих Да, в фраппе. кружечки эти. Вот, это Дальше? кофейный стакан. И сейчас, я, например, для меня это не так актуально, но трубочки Пластик. одноразовые, пластиковые, которые часто люди используют. И заменить- выбрасывают везде. Да, А на я многоразовые. деревянная даже не Это знала, бамбуковая. что есть. Вот, Вау, можно. круто. Да, Я бы с прикольно. удовольствием такое взяла. Да. Ну, Ну, а дома еще зубную щетку заменить на бамбуковую, которая тоже, получается, бамбук разлагается и все от себя ничего не оставляет. И Да, я такие последнюю бамбуковые тоже- у меня щетки последняя тоже есть в продаже, да? Да, Отлично. То есть вот такой чудо-пакет. да. Вот такая Кстати, вот чудо-сумочка. в Китае, да, видела. А вот еще, знаете, что можно сделать? Вот сейчас каждый человек идет в магазин, я вот тоже призываю. Вам предлагают пластиковый пакет. Вы будете покупать пакет? Нет. Да, откажитесь и сложите в сумку свою просто. Да? Сложите в свою сумку, хоть раз попробуйте отказаться хотя бы от одного пакета. Это очень поможет. Это очень сильно помогает. Кстати, вот в Китае недавно видела, то есть покупали чупа-чупсы, и такая интересная чупа-чуп был, то есть у него вот эта пластиковая, обычно пластиковая, да, такая Там белая деревянная. штучка, да, а она была бумажная. А, бумажная? Я подумала, это было очень здорово и классно, и детей учат как бы этому. Ну, Ирина, но все-таки посоветую нашим телезрителям, вот, да, все-таки это уже твой образ жизни. А вот с чего начать людям, которые об этом в принципе не задумывались, но, возможно, благодаря нашему эфиру захотят? Это было бы последовать? очень здорово. Ну, вот самое простое это не берите пакеты. Это правда очень Да, 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 это просто. правда. Это нужно просто привычку в себе наработать и так далее. И, например, я говорю мужу, например, вот забыл пакет, неси в руках. И это сразу тебе такой, ну ладно. Бутылку одноразовую на многоразовую. Вот это самые простые, и вы очень сильно уже этим разгрузите экосистему нашего мира в целом. Потому что одна семья производит 400-500 килограмм мусора в год в России. И таким образом вы можете уменьшить свой экологический след. Спасибо большое, Ирина, за твои советы дельные. И, конечно, мы желаем тебе здоровья и счастья, тебе и твоей семье. Спасибо большое. Ну что, а наши корреспонденты подготовили очень интересный сюжет. Внимание на экран. Стиль легендарной голливудской дивы по сей день волнует женские сердца, и многие до сих пор стараются подражать несравненной Мэрилин Монро.
Если бы не она, то мы бы так и не увидели Кристину Агилеру, Гвен Стефани, Мадонну и многих других звезд такими, какие они есть сейчас. Влияние Мерлин на эталоны красоты и стиля сложно переоценить. Когда мы думаем о роскошных платиновых волосах, драматическом взгляде, алых губах и безупречном стиле, мы думаем прежде всего о ней. Волнительную походку актрисы пытались перенять многие, но она настолько индивидуальна, что завистницы практически смирились с тем, что это невозможно. Отсюда и огромное количество версий происхождения такой манеры ходить. Одна из версий, что у актрисы левая нога была короче другой. Чтобы скрыть это, она и научилась так ходить. Другая же версия кажется еще более нелепой. Мерлин специально подпиливала каблук на одну из туфелек, чтобы сильнее покачивать бедрами во время ходьбы. До славы и миллионных контрактов ее звали Норма Джин Бейкер. Она была простой девушкой с завода, которая много работала и не слишком беспокоилась о своем внешнем виде. Только потом она стала довольно известной фотомоделью, а затем и актрисой. Звезда осознавала свою сексуальность и полностью понимала то, какое влияние оказывала на мужчин. В повседневной жизни Монро выбирала скромные наряды, ни выдающихся декольте, ни блесток, только элегантные костюмы двойки и классические тренчи. Но в кино, на красной дорожке или на выступлениях ее наряды были шикарны. Это всегда декольте, облегающий силуэт, блестки и потрясающие ткани. Даже в дневное время она выступала на сцене при полном параде. Монро была похожа на изящную фарфоровую статуэтку в дизайнерских нарядах. Она никогда не загорала, несмотря на то, что жила в Калифорнии. И даже дома она выглядела всегда сногсшибательно. Еще Монро не гнушалась носить и бесформенную мужскую одежду. И даже в ней выглядела очень женственно. Стиль Мерлин Монро можно оценить всего двумя простыми словами – элегантный и женственный. Она всегда стремилась к совершенству и никогда не останавливалась на достигнутом. Ну, к сожалению, мы не знаем, насколько была экологически воспитана Мерлин Монро и какой след в экологии всемирной она оставила. Но, тем не менее, вот я думаю, что ей бы вот такая сумочка почти от Гуччи, ей бы очень понравилась. Вот Я думаю, да. Даша предложила складывать туда деньги. Вот, пожалуйста, получился такой полупрозрачный кошелечек, сумочка. Ну, чем больше пластиковая бутылка, кстати, тем сейчас эффектнее. Кстати, очень сейчас модно Я эти тебе говорю, мини-сумки. да, мини-сумки и прозрачные. Я вам честно говорю, современные дизайнеры делают пластиковые сумки. Бема, Реально тебе ее надо пластиковые. куда-то к ремню прицепить, наверное. Да. Ты вообще будешь гламурная дама. Ну, единственное, что я почему не хотела деньги, потому что они будут звенеть. Но, с другой стороны, посмотрите, как удобно доставать мелочь. Вот мы расстегиваем, смотрите. И остается Смотрите, там. она Да. остается там и не вылетает. То есть вот как бы, вот, очень удобно. Ну и, конечно, бумажные тоже удобно. Да, доллары, еще доллары. Доллары положить. Прозрачные же. Ну и можно, я говорю, что можно положить либо помаду, либо что-то такое, знаете, сиюминутно нужное, когда идешь, допустим, в кафе там или что-то. Очень красиво, Такая. мне нравится. Напоминаем, дорогие телезрители, что эта сумочка была сделана из пластиковой бутылки от посудомоечного Отмоечному, средства. да, которая могла нанести непоправимый урон окружающей среде. А Окружающей теперь она среде. полезная Ты спасла. деталь или аксессуар. Гардероба. Марии Гардероба. Куницкой. Ну что, девочки, действительно очень интересный эфир сегодня. И прям захотелось прийти домой, выкинуть все пластиковые А я думала, захотелось пластиковую сумку сделать. И пластиковую сумку сделать тоже захотелось. Ну что, а сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами.
Итак, мы продолжаем наш эфир, и подвести к этому следующему сюжету Машенька хочет. Мы просто сегодня разговариваем про экологию, а я вот задумалась, ну, так сказать, есть такая поговорка: держать нос по ветру. Знаете, такая? Это значит быть, так сказать, в направлении какого-то определенного тренда. Вот мы сегодня будем держать нос по ветру, потому что мы сегодня заботимся о земле и экологии. Но вот интересно, а сам нос о чем человеческий может сказать? По фэншую. По Да, фэншую, по фэншую. давайте посмотрим сюжет. Интересно. Здравствуйте, мои дорогие! Китайская метафизика настолько обширная, да, что имеет, естественно, несколько направлений. Сегодня я вам расскажу про китайскую метафизику, называется физиогномика. Физиогномика – это такая система китайской метафизики, которая рассказывает судьбу человека, его характер, его успех в продвижении именно по чертам лица. От формы лица, как располагаются его глаза, какой нос, губы, брови, лоб. Об этом все рассказывает о потенциале человека. Когда у человека лицо пропорциональное, лоб, нос и нижняя часть лица, да, что дает человеку гармонизированного, сбалансированного. То есть у этого человека может очень много получиться. По форме бровей мы тоже можем определить, какой человек перед нами стоит. Бывают такие драматические, бывают такие вспыльчивые, бывают такие уверенные в себе люди, да. Допустим, если вы хотите достичь очень многого в своей жизни, дать понять человеку, что вы такой уверенный в себе, да, можете немножко приподнять свои брови, скорректировать их хной либо карандашом. Форма носа тоже говорит о многом. Нос вообще является императором вашего лица. Прямой нос, немного широковатый, это показатель хорошего достатка человека. Обладатель такого носа – человек очень добрый и позитивный. Вы можете обращаться к такому человеку, он всегда вам поможет. Что касается формы лица. Если у мужчины ярко выраженная челюсть, это говорит о том, что человек очень многого сам добьется, и на старости лет будет его жизнь обеспечена. Что насчет женщин? Особое внимание уделялось тоже женским формам лица. В Китае издревле, да, считается эталоном красоты лицо с утонченным таким подбородком. Цвет лица тоже много говорит. Лицо должно светиться изнутри. Это означает, что человек очень счастлив, что он здоров, что он может тоже преуспеть очень во многом. И для коррекции вы можете использовать, конечно, светлые такие оттенки румян. Глаза – зеркало души. Глаза нам тоже многое объясняют, да, о человеке, какой он, чего может добиться. Физиогномисты любят глубоко посаженные глаза. Если у вас не такие глаза, то мы можем тоже корректировать с помощью теней. Smoky eyes тот же самый лучший вариант. Что касается губ, то форма губ физиогномики не имеет такого большого значения. И, естественно, оно не повлияет на вашу судьбу. Поэтому корректируйте, используйте любые цвета и формы на ваше усмотрение. Зная вот такие маленькие секретики, вы можете сбалансировать и уравновешивать свою жизнь. А с вами была я, специалист по китайской метафизике Бадзи и фэншуй Наталья Гуляева, специально для проекта «Город женщин». Ну, Дема, 2 раза отсутствовала. Что ты расскажешь в своей рубрике? Мне просто интересно, понимаешь? Что ты сегодня будешь рассказывать Конечно, дико. после извиняюсь. 2-недельного отсутствия? Ну, я на самом деле самую сложную работу скинула тебе на эти 2 недели. Я буду рассказывать про сумки, как ими пользоваться экологично. Ну, мои авоськи вы видели, и, конечно, я... Нет, это не авоська, это сумка. Авоська же такая сеточка, знаешь. Ну, сумочка. не знаю, мне кажется, это авосечка. Да? Ну, хорошо, Да, пусть будет будет авоська. Да. Ну, эти авоськи, причем функциональные, то есть эти авоськи, мы пользуемся ими дома. Это вот мама мне всегда кидает в мою сумку, и я ими пользуюсь за продуктами. Бема, они должны быть стильные. Вот ты у нас. Они обязательно должны быть стильные. Это, конечно, не эталон, это абсолютно не стильные советские А сумочки. я знаю, как ее можно еще использовать, когда идет дождь.
Маша. Маша. Ну давай, а мы сегодня поговорим, Бем, о каких сумочках? Я хочу рассказать вам про сумочки. Можно меня сюда. Вот. Сумка Ух ты! сделана из кокоса. И причем нитки тоже используются. такие кокосовые, волокно, волокно, вот это волокно, все, да. И, во-первых, это очень красиво, очень Так, дай я стильно. пойду пощупаю. Пощупай, красиво, Она похожа невероятно. на черепаший панцирь. Да. Но, то есть, если такая сумка надоест, она будет правильно разлагаться. Не, ну это еще и хорошее оружие против Что-то и мне нападающих. захотелось потрогать. Можно? Потрогай. Очень красивая сумка, невероятно красивая. Откуда взяла? Этого я Она сама покупала- сплела из кокоса. Нет, я на Филиппинах ее покупала. Отлично. Да. То есть, в принципе, не обязательно должна быть натуральная Да. кожа. В принципе, Абсолютно можете нет. съездить на Филиппины и купить там вот такую Нет, вот можно не покупать, можно, наверное, что-то не ездить. Не, ну, на самом деле очень классно. А потом есть вот такая тоже этичная сумка. Во-первых, здесь используется как бы ткань. Во-вторых, это все искусственная кожа. То есть, То есть ни одно животное не пострадало. да. Да. И смотрится очень красиво. Ой, хорошо. какая классная, я люблю такие штучки. Там еще есть. То есть, Бем, ты советуешь все-таки не всегда идти в ногу с модой, да, и покупать брендовые сумки из натуральной кожи, из крокодила и так далее? Нет, она должна быть, но она должна быть одна. Достаточно. Достаточно. Ой, я одной. знаю классную историю про Луи Виттона. Да? Когда Луи Виттона показали потрясающие сумки, пригласили его, в общем, на какую-то вечеринку и показали, вот, смотрите, а я хожу с вашей сумкой, ну, одна из секретарей. Он взял его так в руки, крутил. Я хочу вас расстроить, что у вас не Луи Виттон. Она, как? Посмотрите, вот тут маркировка, здесь. Вы знаете, говорит, у Луи Виттона нет уж сумок из натуральной кожи. Это правда? Да. Они шьют только из искусственной. Вот Да, так вот. вот так вот. То есть сейчас многие бренды не только как бы одежда, да, но даже такие бренды, как сумки, которые, ну, по идее, должны всегда использовать кожу, они сейчас уходят в искусственное что-то Хорошо. и супер как бы, да. И Вот это вот Маша обещала нам шить стильные авоськи. Да. Ну, сколько можно уже пользоваться Да, пакетом? Бем, ну а если взять Пластик. все-таки твои советы, да, ну вот помимо, конечно, сумку из кокоса мы не везде возьмем, да, то есть нужно брать эко-кожу. Эко-кожа довольно-таки удобная. Но Во-первых, непрактично в наши-то морозы. Все потрескается, смотрите, полопается. сейчас технологии идут далеко вперед, и сейчас кожа, эко-кожа есть такая, что она даже высокотехнологична. То есть, например, как можно сказать, например, в арктические какие-то походы, там еще что-то, там Выдерживает. вообще не используется ни кожа, ни меха, ни что. Да? Даша, ну что, тебе трудно, что ли, сумочку сшить себе из ткани? Она не замерзнет, понимаешь? Мне не замерзнет. Мне не трудно, мне проще прийти с тканью к тебе и сшить эту сумочку у тебя. Да, Вот то это есть будет... тканевые сумки очень стильные. То есть сейчас лето, и, допустим, в этот период летний очень легко можно отказаться от кожаной сумки. Так больше, что И- она в жару еще прилипает к тебе, когда Да, ты идешь. да, и Это очень уйти, неприятно. допустим, даже от эко-сумки. да. А что касается, вот, допустим, соломенные сумки, сейчас, мне кажется, это прям новые... Супер тренд. Да, тренд, да? Соломенные, плетеные сумка, сумки. плетеные соломенные сумки, мега тренд, плюс еще авоськи, которые мы Авоськи, рассказывали, да. плетеные, тоже очень тоже активно используются и тоже очень сильно в тренде. Не только сумки, но и одежду нужно использовать. А я вот хочу еще показать в этой сумке очень интересная застежка. Смотрите, это браслет. Его можно вот так вот. Да, вот видите? Девочки, а вот если мы все-таки говорим о том, что мы можем внести свою лепту, да, в то, чтобы сохранить экологию, но все-таки наши дети, наверное, внесут в нее большее, да? Вот вы своего ребенка как-то вот, обучаете тому, как надо правильно относиться к нашей природе? Как? Ну, все-таки не мусорить, наверное. в Не первую мусорить. очередь. Самое главное, не Ребенка мусорить. главное научить, вот мне все-таки кажется, детей главное научить первоначально, это складировать мусор туда, где он должен лежать. Потому что у нас очень многие дети идут, Бросают. рядом со взрослыми идет человек, съел тот же самый чупа-чупс,
он открывает его и фантик бросает на землю. Это самая главная ошибка, да? Да. А ты, Бема, еще как воспитываешь детей? Ну, обязательно, допустим, сменную обувь, сумки многоразовые, то есть не каждый раз Да, пакет, и не пакет, даешь. да, совершенно верно. То есть так. И плюс еще обучаем как бы осознанное потребление, то есть одежда должна быть, ее должно быть немного, она должна быть качественная, во-первых, и с друг другом Комбинировать, да. сочетаться, и тогда экономятся еще- бюджеты, экономятся ресурсы, потому что, как мы уже говорили об этом, то, что текстильная промышленность – это одна из самых экологически вредных производств в мире. А еще, девочки, бахилы. Бахилы можно сшить самим. Да, вот. Бахилы из таких штучек, плащевки, да. они замечательные. Причем можно даже прикольные плащевки сейчас невероятно. Маша, почему ты не научила нас еще, как правильно шить прикольные бахилы? И давайте мы сделаем бахилы. Можно на Давайте. следующей передаче На сделаем следующий эфир Мария Куницкая обещает нас научить, как правильно шить креативные, модные, а главное, Бахилы экологичные это, бахилы. это необходимая вещь в нашем городе, потому что я сейчас в безумный тренд белая обувь, и я думаю, бахилы что нужны. без бахил вообще невозможно в городе Но, ходить а в также, белой дорогие друзья, хотелось бы напомнить, что в нашем городе есть специализированная организация по переработке мусора. То есть сортируйте, учите, приучайте себя сортировать мусор. Конечно, пока у нас нет возможности выходить и оставлять это в разных баках, но вы можете сами взять и отвезти их. Поищите, есть эта информация, а также можно батареечки. Батарейки не выбрасывайте. Не И лампы. Есть лампы. несколько организаций у нас в городе, которые занимаются именно переработкой тех самых злосчастных батареек. Ну, как всегда, мы не прощаемся с вами, увидимся ровно через неделю. И, конечно же, берегите нашу природу.